ущемляются ваши права в соответствии с 59 Уголовно-процессуального кодекса Республики. Вы как переводчик вправе задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства с целью уточнения перевода, знакомиться также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол. Также как переводчик вы вправе приносить жалобы на действия и решения суда. Вы как переводчик не вправе осуществлять заведомо неправильный перевод, уклоняться от явки в суд. За заведомо неправильный перевод вы несете ответственность в соответствии со статьей 39 Уголовного кодекса Республики Аркадия. Вам понятно ваши права? По данному переводу подходите, пожалуйста, к помощнику института, должны также начинить свою подпись, соответствующие подписки. Судебные коллегии Верховного суда Республики определены допустить вышеуказанного переводчика в дело. Так, мы продолжаем судебное заседание. Вскрывается конверт, который был опечатан на прошлом судебном заседании. Предложение протокола осмотра предметов 23 декабря 2020 года, конверт номер 1, диск 46. С результатом ПРН аудио-видеоконтроль лица в отношении обвиняемого по уголовному делу 319-833 Акалая Тимура Левардовича. На оборотной стороне имеется 3 печати канцелярии для пакетов Верховного суда, подписи судьи и помощника судьи. Конверт запечатан в конверте два старых конверта, которые они были упакованы ранее аналогичными записями. Также CD-диск белого цвета, на котором написано в верхней части, секретом номер 4602-12-2020. Используется для воспроизведения видео. Да, он же только что и говорил. В прошлом процессе мы его скрывали, Нет, вот сейчас тоже же вскрыли. Вы представили на обозрение участникам судебного процесса о целостности конверта. Уже скрыто в протоколе озвучить одно, а надо реально на обозрение представлять это для протокола. У вас есть сомнения, почему упаковано? Да, почему бы и нет? В чем выражается случай? Ну, потому что я на обозрение не буду представлена. Других участников тоже такое же мнение. Нет, я развернул. Здесь вставлен дисковод ноутбука Acer, используется дополнительно аудиоколонка фирмы Dialog W203. На диске имеется одна запись с названием 02.12.2020. Я думаю, переводчику будет удобнее подойти ближе. Да, мы услышали речь на абхазском языке.
Будут останавливать там, кажется. Это слушай. Физического. Сложно. Одну из слов сам считает, что вода, что Может, вы все-таки озвучите между кем и кем диалогу и так далее, чтобы было понятно. Вам не обязательно участвовать. Сейчас происходит, на прошлом судебном заседании мы осматривали протокол, оглашали протокол осмотра предметов и документов, который был 23 декабря 2020 года, проводился он с 9 утра 10 минут до 12 часов 40 минут. Осматривали диск, бумажный конверт, содержащий DVD-диск с номером 46 по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Аудиоконтроль лица» в отношении обвиняемого по уголовному делу Ахалая Тимура Ривазовича с участием переводчика научного сотрудника абхазского языка Вики Шинкуба Адгура Шалодовича. На аудиозаписи и видеозаписи происходит диалог между исполняющим обязанности, временно исполняющий обязанности председателя службы госбезопасности ИУТ Роберта Виталиевича и задержанного, задержан. Он сидел и подсудимого Ахалая Тимура, в период обвиняемого Ахалая Тимура Ривазовича. Происходит диалог между, при этом используется скрытая видеокамера, находящаяся под столом, скорее всего, в кабинете. Все-таки Уже в да. кабинете. Как он обозначен, задержанный или Обвиняемый был в рамках дела, обвиняемый был в протоколе как? Место проведения обозначено служебный кабинет службы безопасности. председателя ЮО, да? Председатель Москвы. Там написано обвиняемый. Я поняла ЮО, что означает. Здесь статус не указан, но это было 23 декабря 2020 года, он уже год находился как Вот устраивает. именно. Нет, здесь написано в первом. Там написано. Обвиняемый, да. Обвиняемый по уголовному делу 319 833 Ахалая Тимура Ривазовича. Написано. Скрытая запись. Можно сначала? Громче сделаешь, ничего не слышишь. Да и сделаешь, тогда не слышишь. Просто останавливает. А на качестве записи.
تصير شو نزلت وحياتي نفس الشيء. Наверное, плохо спал ночью, говорит. Еще раз там говорить про работу тоже. Наверное, самое и работаешь, и устраиваешься за работу. Вечером ты перерабатывал или там, плохо спал, наверное, День ночи, Слышали? Да нет, это возглас или... нет, лучше, Наверное, ты не спал. день ночи, Что-нибудь слышишь? На что говорил? Когда увидитесь, в общем, встретитесь. Ранее сильно жгут, а с собой монитор. Можно, если искатель в связи с создавшейся ситуацией, если суда доступна акустика, да, и для переводчика, вы бы прослушали, а те участники процесса, которые мы бы наушники обеспечили бы, например, они бы да, могли бы Марина Георгиевна наушники. Не надо наушников Марины Георгиевны, у нее есть справка, что 80% слушания. Такую же колонку, наверное, поставить. Что там? Достаточно. Только так выхода можно найти правильно. Я могу поехать на Усилие есть лучше. Ну, от него вторая же есть на работе. Ну, это надо машину. Но вам слышно? Марина Георгиевна пойдет. Есть слышно, конечно. Усилитель, да. Усилитель. Просто микрофон далеко Если не одолжишь, участвующих. Да, камера далеко стоит. Из-за этого. Возник возьмем перерыв. Какой диск? Так, пригласите всех участников процесса, судебное следствие продолжим.
конверты, которые находились на конверте, вместе с диском упаковываются в новый конверт. Да. 3 конверта в итоге. Вместе с диском. Проверяется печатью и записывается судьи. И данный конверт является перерыв продолжительности. Всему составу не выделяйте Марину Георгиевну. Это уже неуважение ко Я к всем. вам первый подошел, вы Спасибо. Как должно быть. Да, сейчас. Уважаемый переводчик, вы переводите именно те моменты, где с абхазского на русский. Там всего там 15 слов. Да их уже перевели в протоколе, они на русском. Там бас можно убрать на колонке? Заново прослушиваем. Наверное, это самое, ты же работаешь, и ты сказал, что ты заработаешь. Тихо, покупатель. Что у него в виду работать, человек задерживается? Шутит. Какой вызов? Да, начался буквально вспоминает. Чтобы вы видели их, чтобы вставало. Чтобы диск не упал, так сказать. День, ночи, Не услышала. Давайте поговорите, что день, ночи, И другое, и тому подобное. Сейчас я тоже ну все, давай, я тебе говорю, по себе подумай, когда
более высокого, будущего, нужно принимать решения, и ни одна возможность не говорит. Не надо это но самое главное, условия совсем хорошие, и хочешь не хочешь, но безусловно. За что говорил? Просто подумай, ты насколько сам ты считаешь, что ты глаза, сколько конкретно ты его делаешь, он меня вообще слышит. Он меня с ним вообще сам как бы он слышит. Ну, я думаю, говорю просто на самом деле это диагностический процесс нельзя очень понять, что это понятно с системой, то есть что вообще это понятно, ничего работы не даст. Общему объяснил, посмотри, давай так. Я вообще с чего начал? Да что ты свой не знаешь? Нет, хорошо не имеет, понятно. Ты ему скажешь, допустим, ты будешь спрашивать меня, о чем говорить. Я знаю, именно, что я, например, сегодня стоит, слова, надо слова, и ключевой какой-то, подсказки, когда вот это, и смотри. Я занят. Ты мне говоришь, что машина есть. Где-то находится. Да, скажешь, что я не находится. Ну, не знаю. Вообще как было мужчина. Можно много говорить? Да, вообще есть, не так говорит мужчина. Вообще, это там оказание после тебя тоже 15 лет. Что за? Ну, это чаще, да, что себя даже не знаю, кого я сейчас, да, какого кто меня знал, как они, я даже не в суде вещи, который меня разнозал, да, это что там, 25 тысяч или там 5 тысяч, ну, пришел, там, ну, какие-то связи написал, не, я это читал. Там было по факту не было. А какой машину купил, а какой машину купил? И сколько машин? 180 тысяч. Наверное, не стейку, еще. Вы просто купили человек 190 процентов. Слава Богу. Есть пару Слава Богу. Слушай, фото. Воровал Донбасс. Когда твой отец умер? Еще раз. Очень много. Слушай, да, вы услышали, да? Еще раз повторитесь. И Феханова. А его работа это всегда твой отец умер. Но отдал кому-то, да, Именно выпивший. там, говорит, уже это наша машина, да,
Тут приезжаешь, ты четыре раза. А ты где? Смотри на кого? Или машина двигается? Еще раз про это, о деревьях сало на пол. Самое глупое, где сделано? О деревнях. По деревне, по деревне. Дальше еще краска идет. По деревне есть. Дальше тоже на пласком. Он сам сказал, сам перевел, в принципе. Не, еще раз. Ярги дактон хан аупсарс шоку. Я ездил на ней. Мне кажется, что он тоже ездил на ней. Кандидат, Да, что-то вроде. Может, на самом деле, подумал, да, когда там, хуй его знает, если кто-то отправил кого-то машина стоит, не понимаешь, кого-то нажал. Я тебе просто Я уже поговори с ним. спроси. Ты понимаешь, ты скажи, я не говорю, еще раз говорю, я хочу сейчас все рассказать, для того, чтобы понять. Должно быть встретиться с ним, потому что ты понимаешь, я должен видеть всех. А если я понимал, то решение может уже давно было сделано. Я должен выращивать корпоративу, видишь, что это надо. Понимаешь? Что это нужно? Там пустой разговор не должен быть. Там должен быть содержательный разговор. Ты его должен взять, посадить на жопу и сказать, слушай, Гордон, как дело не пойдет нахуй. Если он на тебя хуй положил, на всех хуй положил, на всю свою семью положил, это уже понятно, это его проблемы, блядь. Не надо людей купить, понимаешь? Нахуя это спрашивать? Я он сам говорит. Я хотел другого, он сам. Он вообще раньше был. Не удивился, снимал реально. И кто его привез, слушай? Несчастный я, говорит, ходил за этим. Мандарин. А мандарин сачки. Еще раз скажите. А мандарин сачки. Можете повторить? Несчастный я за мандариной ходил. Вы услышали? Лекарство, как сейчас. Можете повторить? А ну-ка повторите, когда не знаешь, что. Вы услышали? Я про лекарства слышала, что с лекарством делать, не слышала.
Айцахян. Она прослушивается, да? Айцахян. Вы не подсказываете, Не какая нужно. проблема. Я Нужно, она должна сама услышать. не могу ловить. Уважаемый гос обвинения, не получается более четче вот как-то там настроить, чтобы переводчику было как-то понять, уловить и передать. Давайте еще раз воспроизведем. Да, именно эту часть. И, уважаемый председатель, я хотел бы вот обратить внимание, здесь есть еще и необходимость просмотра видеофрагмента, потому что он там показывает походку и прихрамывает. Демонстрирует. Да, демонстрирует. Поэтому я хотел, чтобы обозрели и суд, и участники. Именно в этом фрагменте. Мы сейчас занимаемся прослушиванием. Просмотр суда. Это, да. Слушали Все, да, уловить видео. больше увидим. Сланга разрешил. Лекарство. А Иван Лекарства, да, даже. Ну, понятно, а что с ним? Дело в том, Больше не Очнись, слушать, да, не руки надо на слушать. Да, что с ним делать, я не расскажу. когда нам зачитали, было звонилось, Дальше Ну, ты вот смотри, сейчас ты говоришь, ты понимаешь, что вопрос. Это я сейчас тебя спрашиваю, что нужно понимать вообще все как есть. Потому что когда все люди начинаешь говорить об этом, соответственно, он задает кучу параллельных вопросов. Как он пришел, в какое время это называется, кто он, кто его привез, кто его, что тебе. Я не видел, а так я не видел. Ты так квартире, я тебе так говорю, короче, следование видеорефлекса, но по факту я не видел. Все говорили, по факту я не говорю. Я не писал, я говорю, что по факту не видел, а я его возьму, дома, короче, снится, короче, на меня какой-то раз, я не знаю, я не видел. Опять выиграл. Значит, там утром день рождения. Угу. Дальше еще будет на паспорт. Хотел бы чуть-чуть учиться. Ну, там еще добавляет. День рождения. Ну, там имя называют сейчас. Имя? Вы услышали имя? Именно. Сейчас еще раз. Лишь пастахас, как хотел поехать чуть-чуть. Он А еще видео, у дальше. кого именинника не Нет, послушали? до именинника не дошли. Нет. Перевод. Нет, до имени еще не дошли. Нет, вот сейчас же на абхазском. Так прозвучала речь. Как я хотел. День рождения Георгия.
И что я вообще предлагал состыковал ситуацию. Не знаю, что с чем связано. Вообще не помню. Я не знаю, Может, они родственники, они друг друга поубивали, откуда я знаю. Стал вмешиваться. Ну да, что он сам тоже так называет, а он не любит такое. Это много чего. Нет, теперь это что внутри, они не доверяют. Сейчас они не доверяют, потом ты ведешь, потом тебя не видели. И потом ты уже подозрения все равно, понимаешь? Да все время, который служил там, вот это самое, более характер, который многие знают. Но я тебе скажу следующее. Ну, конечно, да. Ну, смотрим, я все хочу. Знакомый будет. Еще раз. Следующее. Ну, конечно, да. Ну, смотрим, я все хочу, на самом деле, все. До этого два слова вы не услышали? Следующее. Ну, конечно, да. Ну, смотрим, я все хочу, на самом деле, да. Еще раз повторите. Следующее. Ну, конечно, да. Ну, смотрим, я все хочу, на самом деле, да, ну, значит, один вверх, просто полный вверх. Я говорит, как это называется, по обстоятельству вся живет. Я такой характер. Я его жалею. Неправильный перевод будет слышать. Не слышно. Вот, правильно говорит, как он. Я очень его жалею в этом обстоятельстве. Интересно, какой перевод. Кинут кого-то и дать кончур, как это сделать. Подставляешь. Подставляешь, да. Что было, Джулия? Слово было, почему это не перевод, а дальше?
слышали Ханва, а где у яхта звуть Хотовые, Жих Махалов? А где у яхта звуть? Задает прямо вопрос. Ну, вырываешь, как это можно, яхта звонит. Ну, Ну, переведем. Ты пострадаешь из-за кого-то. Да, за кого-то пострадаешь. Вечер, что Яхта звонит, наверное, не звонит. Яхта звонит, не буду. Джой это другое. Давайте тишину. Яхта звонит. Давайте к этому фрагменту вернемся вновь. Только тишину сделайте. Да, тишину. Повторите этот фрагмент. Да, Очень громко. Попрошу. Да, в этой ситуации я тебе очень жалею, говорит, за кого-то ты пропадаешь или страдаешь. Тише. Дальше давай. Тогда. Маму. Когда ловили. Я бы разве оттуда ушел, бы себя чувствовал бы, что это стоит. Ну, смотри, надо подготовиться, чего ты начнешь разговаривать, какая тема. Нужно знать просто, что тема будет улучшать, он помнит все скажут. Это программа Там речь была. Да. Повторите вам или Повторить, что я не могу, я не знаю, о чем я. что когда ты после 15 Явно, что с... Да? Повторите еще раз. Еще раз. Явно это я жалел, говорит, там, жалел, что он не дает показания. что когда мы после 15
свои навыки получит, свою работу, все равно смотрит по сути. Да, люди еще надо. Вы услышали речь? Спрашивай, что мне тебе сказать? Вот это я вот что завтра? Завершение здесь все на неделю, да? Да, понятно. Да, Повторите вновь. Шиза мне неплохой, короче, Вы услышали речь? нет. Повторите этот вопрос. Тогда что? Там он имя называет. Вы не услышали. Имя услышал. Хорошо. Смена и Получается, Подними. решили, пожалуйста. это сразу будет что такое? Если он ждет в этом случае, Господь, подумай. Год прошел уже. Все стадии прошло его мама. Может, шаг вниз. Когда он писал все дело, не было совместно улица, а также вот службы именно это и кататься. Все, кому смотреть, прям больше шаг. Она завершит, правда, Вы услышали? Подослали ко мне какая. Нет. Вообще, образно говоря, волнение живет, там волнение говорит. Понятно, но что пошел. И вот это там ломит, вот это инвестировал вас и делал. Нет, надо было это просто волнуется, ну что волнуется, ты начнешь, что ты волнуешься, она там неправда, все равно там есть такое, когда вопросом начали задавать, на первых порах волновался, потом успокоился, нет, сердцебиение, все равно там нет, нужно доказательства. Ну, доказательства, для нас, вот,
вообще, ну, видели себя, понимаешь? Хотя я, в принципе, что это сказать, я не верю. Сейчас смысл тебе меня обманывать. Никакого смысла нет. Понимаешь? Так что вас чисто изменил больше. Я там. Так что у вас Ночью так. Подумай. что, как, надо просто сделать все, что возможно, чтобы вытащить его запись, его видео, чисто фотопортрет такой, а другие не знаю. Это я очень способен. Слабый. За рулем сидел. А это сам. За рулем. Не знаю. За рулем сидел. А это сам. Нет, до этого еще сюда властно. Слабый. За рулем сидел. А это сам. За рулем. А и что? И гуд когда. Да, так страшно у меня. Так, уважаемые участники процесса, расслышали, будут ли какие-либо замечания? Если имеются какие-либо замечания по участникам процесса, Ваша честь, замечание. Вот мы просмотрели видео, аудиозапись, в защите вот складывается такое впечатление, что за данное действие, как оно называется, это прослушивание, просмотр, цель какая. В связи с чем мы просили бы, пожалуйста, огласить постановление следователя и какие задачи были поставлены оперативному работнику. Потому что из самого прослушивания мы видим здесь, это похоже на допрос, это похоже на какие-то приказы. Он требует от него выяснить, посади их на какую-то точку и так далее, и так далее. В связи с чем, пожалуйста, у нас нет определенного понятия, для чего было назначено данное следственное действие. В связи с этим, пожалуйста, огласите основания. И что хотел установить следователь. замечания Я Прочитаем пока постановление. Нет, на ваше замечание выскажется. Да, на Я замечание. задачу огласить. Вы сейчас заявляете подачу? Да, чтобы огласить. Оно, наверное, не актуально, я поясню сейчас. Ну, в смысле, станет не Я актуально. просил сюда огласить. Сейчас вы на ваше замечание Дайте возможность. ответ, а там уже дальше очередное ходатайство, если таковое уже имеется, вы заявите чуть позже. Уважаемый суд, В этой части мы хотели бы, чтобы пока переводчик не менялся, еще есть кое-какие документы. тогда, уважаемые, так как мы уже, наверное, диск просмотрим с участием переводчика, в этой части, наверное, разрешим вопрос, чтобы она была освобождена от участия в данном деле. Нет, есть еще у нас, значит, в Участие очереди переводчика необходимо? другие протоколы.
Сегодня мы хотели, чтобы она еще задержалась. А в силу, вот она как-то заранее предупредила, она сегодня не представится возможным, как бы в какое время она уже даже... Ну, если мы тогда переставим. На сегодняшний день, уважаемый, вам спасибо за ваше участие. Спасибо. Спасибо. До свидания всем. Уважаемый суд, по поводу вот, замечания адвоката Это не было замечания, насколько я поняла, это ходатайство, мы пока Я хочу... Вопрос председательству и замечания по поводу прослушивания диска. На замечание вы встали сказать по поводу просмотренного... Я указал замечание и попросил ходатайство огласить те материалы. Вот что. А потом мы уже будем давать пояснения. Прочитаем, что же требовал следователь, какая цель и задача стояла перед ним. Простите, здесь исполняющий обязанности службы государственной безопасности республики вовлечен в это дело. Так какие задачи были Вот в поставлены? этой части гособвинения... Это не замечание, это ходатайство. Огласим, а потом уже дадим замечание. Дадим понятие. Значит, у вас замечаний нет на этой стадии, получается? Я в связи с этими замечаниями требую ходатайства огласить постановление. Мы не услышали конкретно, как выглядит ваше замечание, в части чего замечание, если есть Я или сказал. нет замечания, а есть ходатайство. Ну, должны разграничить, и где Я замечание, и где аргументирую свое ходатайство. ходатайство, Вы не огласить переходите к вам, в связи с тем, что мне непонятно, что здесь происходит. Значит, давайте разделим. Стадия замечания. Суд спрашивает, после просмотра и прослушивания данного диска, есть ли замечания как по процедуре, так и по содержанию. Если этот процесс когда пройдет, если у вас есть какое-то отдельное ходатайство, связанное с исследованием этого доказательства, заявите, давайте выслушаем всех по поводу замечаний, в том числе подсудимых, если есть замечания по процедуре. В эту часть позвольте, я выскажу, что по замечанию по прослушиванию рассмотренных дисков хотелось бы сказать, что после того, как мы, как сказал мой коллега, в части после обвинения гласит само постановление и имеет ли данный документ юридическую силу в части доказанности вины наших подсудимых, мы дадим, и поэтому на этом этапе каких-либо замечаний мы воздержимся высказать в отношении данного документа, данного диска. Да? Да? Вы что-то видите замечания? Дополнить какие замечания не видите сейчас. У вас в виде замечания? Пояснение. Пояснение, нет, скажите. В виде материала, то, что мы сейчас посмотрели, если гособвинитель, как я понимаю, предоставляет это как человека, да, когда я имею отношение к той машине, которая была куплена в октябре, которая сожжена. Здесь четко говорится, здесь я к этой машине отношения не имею. Это год после происшествия вообще не было беседы с председателем. Здесь говорится и цена, там аж 230 и 225, что-то такое. Здесь 180 и время, и цена, и сама машина есть. Вот в этой части, как это Замечания были Просто что было, я вам скажу. Замечания есть? Да, есть какие-то машины, даже объяснение, чтобы якобы встретить, чтобы уговорить там, на что уговорить. Здесь, да, на самом деле была встреча с ним, пока увиделись с ним. Дальше, где мы увиделись, там же везде же послушать, там камеры так висят. Продолжение где? Александр Львович, я вот хочу узнать, где продолжение? По поводу просмотренного диска. С ним встретился я, кстати. Так, Просто как можно показания давать, как после того, как меня задержали, я показания не даю, потому что в нагло здесь человек стоял, врал, что мне стал А4 говорить, Марк, какие пояснения, просто пока, почему молчим. Это уже на время сторон уже решили, скажем все. Вообще сама беседа этого человека уже более протяжении 15 лет знаю по долгу службы. И сама беседа тоже проходила под определенным напряжением, вообще тревожными моментами. Сейчас обстоятельства такие. А это потом дополнили все вообще, почему вы должны были следиться
Замечаний по просмотренному диску прослушивания не имеется на этой стадии. Нет, как не имеется? Они Имеется, то, что но- говорят, вот это есть замечание. Человек, мой подзащитник говорит, что не полностью прослушано, нет дополнения. Да, Просмотренного мы не видим, было ли дополнение или нет, но он высказал. вот он делает замечание. Также он замечание делает, что не указана машина. Акцентирует внимание на цену. Вот это и есть все и замечание. Протокол. Вы все это Вот даже замечание не имеется. Как не имеется? Это есть замечание. То, что мы слышим, Не, вот что мне непонятно, но прослушанному по прослушке говорю четко. Ты говоришь, что он машину покупал обвинителем фабрик. Вы к суду Говоришь, обращались? здесь написано 180 тысяч идет речь. Машина, говорят, куплена за 220 тысяч. Гособвинитель пишет, что машина куплена, ему купил 4 октября. Он конкретно указывает число, месяц и сумма за 220 тысяч. Здесь идет речь 180, там 220, говорят, свидетели. Вот это тоже. Вы хотите подчеркнуть, речь Да. идет о другой Да. машине. Он Ваше четко, замечание занесено им. человек говорит, я эту машину не покупал, я отношения не имею. Может, я... Человек четко говорит. И сам председатель же говорит, давай найдем, говорит, где находится. Это же есть запись. Здесь как можно что-то им говорить, все наоборот выстраивать потом. Не надо им его находить, это здесь, эта машина. Его искать не надо. Да, поедет, По оформлению данного документа, по составлению, я бы хотела, уважаемый суд и участники судебного процесса, обратить внимание, если по прослушанному диску мы видим, что действительно Халай говорит о том, что мой подзащитный Чкадный не смог бы данное совершить и исключил участие Глаба. Вот это хотелось бы, но мы в последующем более развернуто и более основательно это мы все изложим. А данный механизм, как мы хотим закрепить. Я правильно сказала? А Димур участвовал? Я не говорю, он не мой подзащитник, у них есть адвокаты, они выскажут. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, Участвовать, кто нет? это вы мне вопрос задаете? акцентирует то, что услышал. Мы, в принципе, из того, что услышали, мы говорим об одном и том же. То, что мы, я как понял от наших оппонентов, никакой, да, это их субъективное мнение, они высказали, мы выслушали, они выслушали нашу сторону государственного обвинения, но самое главное, что тут нет противоречий, то, что мы услышали вот сейчас в диске, то оно зафиксировано, запротоколировано, и в этой части никаких разногласий нет. Я так вот, там, как понимает каждая сторона со своего ракурса, это, конечно, вопрос дискуссионный, который как раз таки мы в конечном итоге разрешим к концу заседания. Спасибо. В дальнейшем, позвольте, я хотела бы закончить, завершить свое выступление в этой части, что в дальнейшем мы постараемся, уважаемый суд, до вас донести, коль скоро вы выслушиваете субъективное мнение защиты, субъективность мнения гособвинения, у вас сложится объективное мнение. Только на это мы рассчитываем, а мы постараемся, чтобы у вас сложилось объективное мнение по отношению вообще ко всему делу. И будет вынесено объективный приговор. Судебное заседание продолжается. Все, слушайте, я просил бы, пожалуйста, пусть огласят постановление следователя, какие задачи, цели были поставлены на проведение данного следственного мероприятия. Вот. Уважаемый суд, я все-таки, наверное, внесем ясность. Я хотел бы, чтобы Константин Иванович тоже не переживал по этому поводу. У нас в перечне доказательств, в том числе есть, значит, результаты. Тишины, пожалуйста, так, в зал. Дайте возможность продолжить работу. Я хотел сказать, чтобы защита не переживала в этом плане. Мы вот буквально после оглашения вот этого протокола и прослушивания этого диска
хотим по этапу как раз таки представить результаты оперативно-розыскной деятельности, связанные с вот этим конкретно оперативно-розыскным мероприятием, то есть аудио-видеоконтроль лица. И эти документы, о чем говорит Автандил Иванович, мы огласим и постановление, и справку, меморандум, и все те необходимые, то есть то сопровождение оперативное, которым было предоставлено это доказательство органу предварительного следствия. Сейчас мы о нем хотим В этой части ваше ходатайство... Ваша честь, я просто не могу понять, представляют письменные доказательства, они представляют суду основания. Причем тут очевидно. Причем тут, вот из-за этого я просил бы, пока вы объявите право, на что это было все направлено, а потом представляете письменные доказательства. Мы не понимаем, откуда данный меморандум, кем он был разрешен и вообще кто назначал. Как-то представьте суду, чтобы у нас сложилось мнение. Ваше мнение на заявленное ходатайство адвоката Марина Георгиевна. С чем возвращаться? Все подсудимые единогласно поддерживают мнение защиты, гособвинения. Ваше мнение на ходатайство? Что касается требования защиты и оглашать постановления по определенному документу, они не подтверждаются конституционным законом. Государственное обвинение не должно оглашать постановление перед тем, как исследовать какое-либо письменное доказательство произошло. Согласно конституционному закону, государственное обвинение представляет доказательства, которые изложены в обвинительном заключении, также характеризующие анкетные данные лиц, которые являются участниками процесса. Что касается заявленного ходатайства, если есть сомнения о том, что какое-либо следственное действие было неузаконено, либо было нарушение, в данном случае мы не возражаем против того, чтобы огласить, но говорить о том, что мы обязаны решать все постановления, которые предшествовали следственным действиям, только что вы об этом заявили. Поэтому в данном случае, если есть сомнения, мы не против оглашать, но обязывает нас оглашать постановления перед каким-то следственным действием. Я еще хотел бы добавить, я полностью согласен со своим коллегой. Мы, если будем оглашать все постановления, то у нас, наверное, времени не хватит, очень долго это все растянется. Такого требования закона нету. То, что закон нам говорит о доказательствах, да, это протоколы, там, заключение экспертизы и прочее. Да, в данном случае постановление там, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности можно отнести в категории иных доказательств. И поэтому мы согласны, я со своим коллегой Довром Федоровичем согласен, и с Автандилом Ивановичем тоже. Если это стало предметом такой разговора, то это постановление надо, наверное, в данном случае отнести к иным источникам доказательства и его огласить. Так как порядок исследования доказательств представляет в данной ситуации сторона обвинения, я считаю, что мнение стороны защиты о том, какие документы необходимо оглашать, они неверны и судом удовлетворены не могут быть. В случае, если сторона в последующем защиты будет ставить вопрос о допустимости или недопустимости этого следственного действия, они имеют право также огласить эти все документы, имеются в материалах уголовного дела. Нам всем они известны, когда КИУТ просил разрешения у следователя, следователь давал разрешение, какое оперативно-розыскное мероприятие было проведено, что и в судебные органы КИУТ обращался за разрешением. Соответственно, это все есть материалы дела. Я считаю, что суд не имеет права обязать сторону обвинения оглашать те документы, которые не считает нужным оглашать. В случае, если не будет оглашено, как я понимаю, что сторона обвинения намерена оглашать эти документы, если не будет оглашать, то есть такая возможность у стороны защиты в последующем, после того, как они будут представлять сами доказательства. Поэтому я считаю, что как таковой обязанности, чтобы Автандил Иванович давал указания стороне обвинения, какие давать, какие оглашать документы, я считаю, что это неправильно. Или рекомендации. В качестве реплики. Ваша честь, я обращался, по-моему, к вам и заявил ходатайство. То, что коллега здесь говорит, не имеет указания, прав. О каких указаниях вы говорите? Или вы провоцируете процесс? О каких указаниях речь идет? Я заявил ходатайство об оглашении. Теперь хочу обратить внимание,
Не вы ли здесь, когда представляете доказательства, заключение экспертов, говорите на основании постановления следователя, на основании постановления то-то, 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 и представляете письменные доказательства? Или для вас УПК это новое открытие? Наше ходатайство услышали. Не, ну вообще, почему не провоцируют? Это открыто вы провоцируете. Я высказал свое мнение. Вы чисто, да я хотел, вы мнение выдумываете. И вот именно то, что я говорю, мы должны понять, защита сидим на основании постановления разрешения суда проведения того-то, того-то, представляем письменные доказательства. Это УПК, уважаемые коллеги. Здесь нового ничего нет. Что мы здесь выдумываем? Уважаемый суд, я не понял, в чем моя Надо провоцировать. Никакие указания здесь не даю, я ходатайствую. Не надо так делать, это некрасиво. Ну, уточнение, уважаемый. Вы представили суду для исследования доказательства, только что просмотренные нами, так? Сторона защиты предлагает суду понять все-таки, это доказательство было получено при соблюдении установленных процедур или нет. Мы поняли, что вы не против того, чтобы порядок получения этого доказательства оперативно-розыскного мероприятия не был нарушен, и вы готовы нам его представить. В то же время, как следует по требованиям УПК, порядок исследования доказательств предлагается стороной в данном случае обвинения. Если вы не возражаете представить, то мы, конечно, суд это доказательство посмотрит и исследует нас на предмет того, законно ли это мероприятие вообще было проведено. Мы не говорим уже о содержании тех данных, которые получены в результате. Сам порядок предоставления этого доказательства. Если вы готовы нам предоставить, с учетом того, что вы предлагаете на исследование доказательств, то суд их исследует. Если нет, то вы можете в дальнейшем, чтобы к этому вопросу уже не возвращаться и не ставить под сомнение законность процедуры, то мы можем сейчас исследовать, либо уже в последующем. Как вы нам, на что бы вы нас ориентировали сами? Уважаемый суд, если сейчас рассматривается в форме ходатайства, то мы считаем, что данное ходатайство подлежит отклонению. Как я указал ранее, порядок исследования доказательств определяет сторона обвинения. Просто совпало с тем, что мы планировали оглашать этот документ еще на прошлом судебном заседании, но из-за отсутствия переводчика мы не успели, так как материалы, поступившие из СГБ, помимо судебного решения, содержат и иные документы. Среди них есть и судебное решение. То есть, если мы сейчас рассматриваем наше оглашение в форме ходатайства, то мы категорически в форме против. Никто не вправе нас ориентировать, что нам исследовать, а что нам не исследовать. Если мы что-то упустили, по мнению защиты, то когда настанет их право, они могут повторно исследовать эти материалы, все что угодно. Если мы сейчас говорим, что мы будем это исследовать в форме ходатайства, то мы против. Мы сами заявим эти документы, когда посчитаем необходимым. Вы намерены представить суду? Обязательно мы их представим, так как если бы это касалось только судебного решения, то мы бы его не представляли, потому что мы не обязаны. Но так как помимо судебного решения в материале содержатся еще и справка меморандум и иные документы, поступившие с СГБ, мы, как доказательство причастности к совершенным преступлениям, инкриминированным, мы будем оглашать. Поэтому ходатайство просим отклонить. Впереди люди называется. Больше никак.
совещались на месте на заявленное ходатайство адвоката Кадуа, определила удовлетворение ходатайства на данном этапе отказать. Сегодня вправе тогда порядок исследования предлагаемой стороны доказательств. Далее, прежде чем, так как данное ходатайство вызвано после просмотренного диска, наш диск нужно в установленной документной форме упаковать в новый конверт суда, в связи с чем все те конверты, с которых был изготовлен диск, а именно уже в наличии 4 конверта вместе с диском, уже, значит, в новый конверт сюда перенесены записи, старые записи того конверта и опечатывается в новый конверт сюда. Является замечательными судей. Подпись председателя, судей, помощника судей. Данный конверт общается с материалом уголовного дела. Судебное заседание продолжается. Мы просили бы предоставить гособвинению 21 том. Хотели бы заявить ходатайство по оглашению материалов дела, содержащихся в листах дела 138-154. Это материалы службы госбезопасности по результатам оперативно-розыскного действия в отношении Халая Тимура Ревазовича. 138-154. Так, уважаемые участники процесса, ваши Да, мнения поддерживаю. не возражаете. Возражений нет в этой части. И судебная коллегия, совещаясь на месте определила, заявленное ходатайство огласить материалы, находящиеся в томе 21, листы дела 38-154. Так, заместителю генерального прокурора Республики Абхазия, старшему советнику ТРК на ваше поручение проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу 319-833 от 22 ноября 2019 года, данное письмо датировано 22 декабря 2020 года, руководствуясь статьями 10 Закона Республики Абхазия об оперативно-розыскной деятельности Республики Абхазия и инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскных мероприятий дознавателя органов расследования, следователя, прокуроров в суд добавляются материалы, отражающие результаты ОРД в отношении гражданина Республики Абхазия Халая Тимура Ревазовича, 1984 года рождения. Приложение. Постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю на 2 листах. Постановление временно исполняющее обязанности председателя СГБ от 1 декабря 2020 года на 2 листах. Постановление председателя Гальского районного суда Ашуба на 2 листах. Постановление о рассекречивании материалов ОРД на 2 листах. Справка меморандум на 8 листах и диск. Далее на листе дела 139 постановление о предоставлении результатов ОРД следователю, дознавателю органа дознания в суд. 22 декабря 2020 года. Временно исполняющий обязанности председателя службы государственной безопасности КИУТ, рассмотрев материалы ОРМ в отношении лиц, причастных к организации убийства Шамба, Авицба, Киртава и покушения на убийство Шамба и Авицба, установил. В рамках исполнения поручения по уголовному делу 319-833 по факту организации убийства Шамба, Авицба, Киртава, а также покушения на убийство Шамба, Авицба в целях получения сведений об обстоятельствах подготовки и совершения указанного преступления организованной группы в составе Ахалая Тимура, его брата Ахалая Дату, Ган Бачкаду и иных лиц, а также документирован их противоправной деятельности, формирование доказательственной базы в рамках соответствующих дел оперативного учета в отношении Ахалая Тимура Ревазовича. 2 декабря 2020 года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Аудио-видеоконтроль лица». Оперативно-розыскное мероприятие «Аудио-видеоконтроль лица» осуществлялось на основании постановления, временно исполняющей обязанности председателя СГБ РА полковника КИУТ от 1 декабря и постановление председателя Гальского районного суда Ашуба от 1 декабря о разрешении ОРМ
аудио-видеоконтроль лица. Результаты оперативного розыскного мероприятия аудио-видеоконтроль лица отражены на DVD-диске за номером 46 от 2 декабря 2020 года, который в соответствии с постановлением временно исполняющего обязанности председателя СГБ РА полковника Киут рассекречены и подлежат пересылке в Генеральную прокуратуру, в чьем производстве находится уголовное дело по факту убийства граждан Авицба, Шамба, Киртава и покушения на убийство Шамба, Авицба для использования в качестве доказательств в рамках расследования уголовного дела. Принимая во внимание изложенное руководство законом Республики Абхазия ОРТ Республики Абхазия и инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности, постановил направить материалы, отражающие результаты ОРМ, аудио-видеоконтроль лица в отношении Халая Демура Ривазовича 1984 года рождения, в следующем перечне. Постановление на 2 листах, постановление председателя Гальского суда на 2 листах, постановление о рассекречении материалов на 2 листах, DVD-диск и справка меморандум на 8 листах. Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Подпись в рейд председателя СГБ РА полковник Киут. Далее на листе дела 141 идет постановление о рассекречении результатов УРТ 22 декабря 2020 год. Полковник Киут, рассмотрев материалы ОРМ в отношении лиц, причастных к организации убийства Шамба, Авицба, Акиртава, также покушения на Шамба и Авицба, установил, согласно санкции председателя суда Гальского района Ашуба от 1 декабря 2020 года проводилась ОРМ аудио-видеоконтроль лица в отношении Халая Демура Ривазовича 1984 года рождения с целью получения сведений об обстоятельствах подготовки совершения умышленного убийства Шамба, Авицба, Акиртава, а также покушения на убийство Шамба и Авицба. Результаты негласно проведенного ОРМ аудио-видеоконтроль лица отражены на диске справки меморандуме за номером 16941 от 22 декабря 2020 года. На основании изложенного, руководствуясь статьей 13 раздела 4 Закона о государственной тайне, без нанесения ущерба интересам оперативно-розыскной деятельности органов СГБ, постановил рассекретить DVD-R-диск ОТМ, аудио-видеоконтроль лица, и снять ограничительный гриф. Рассекретить справку меморандум, материалы ОРМ, аудио-видеоконтроль лица передать в Генеральную прокуратуру. Подписи ХАГБА, оперуполномоченный, и согласие временно исполняющего начальника отдела СГБ ЧАПА. Так, далее. Постановление на листах дела 143-144, постановление о необходимости проведения ОРМ, аудио-видеоконтроль лица в отношении Халая. Полковник Киут, рассмотрев материалы номер 185, установил 30 ноября 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия негласного вопроса в отношении Халая Демура Ривазовича, обвиняемого в умышленном убийстве граждан Шамба, Авицба и Киртава, имевшее место 22 ноября в составе организованной группы, последний сообщил значимую об обстоятельствах данного преступления информацию, в связи с чем по инициативе Халая была запланирована с ним встреча. Согласно имеющимся оперативным сведениям, Халая Демур состоит в организованной преступной группе, совершающей ряд тяжких и особо тяжких преступлений. В целях получения сведений об обстоятельствах подготовки и совершения умышленного убийства организованной группы в составе Халая, его брата Халая, Бдан, Бачкаба и иных лиц, а также документированной противоправной деятельности и формирования доказательной базы, необходимо проведение оперативно-розыскного мероприятия аудио-видеоконтроль лица, ограничивающий его конституционные права. Статус неприкосновенности Халая Демура Ривазовича не обладает. Обстоятельства, препятствующие проведению оперативно-розыскных мероприятий, не имеются. Ознакомившись с представленными документами, полагаю, что постановление не противоречит Конституции Республики Абхазия и Закону Республики Абхазия оперативно-розыскной деятельности. Руководствуясь статьями 6, 7, 8, 9 Закона Республики Абхазия об ОРД Республики Абхазия постановил ходатайство перед судом Гальского района о даче согласия на проведение оперативно-розыскного мероприятия аудио-видеоконтроль лица в отношении Халая Демура Ривазовича сроком на 30 суток. Подпись Киут. Далее, на листах дела 145-146 имеется постановление Гальского районного суда от 1 декабря 2020 года, то есть за день до проведения оперативного мероприятия. Председатель суда Гальского района Ашуба, рассмотрев постановление председателя СГБ полковника Киут о возбуждении перед судом ходатайства проведения ОРМ в отношении Халая Демура Ривазовича, установил, согласно постановлению председателя СГБ РА полковника Киут, получены данные о том, что 30 ноября 2020 года в соответствующем порядке в отношении Халая Демура Ривазовича, находящегося под стражей в СИЗО СГБ РА по обвинению в причастности к умышленному убийству граждан Шамба, Авицба, Киртава, имевшее место 22 ноября 2019 года в городе Сухум, было проведено ОРМ
негласный опрос, в ходе которого Халай сообщил значимую для оперативных следственных целей информацию об обстоятельствах, связанных с убийством Шамба Авиза Киртава, в связи с чем по инициативе Ахалая была запланирована последующая с ним встреча. Установлено, что Ахалай Демуривазы состоит в организованной группе, подозреваемой в организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Проведение ОРМ аудио-видеоконтроля лица в отношении Ахалая необходимо для документирования его противоправной деятельности, а также противоправной деятельности его брата и Ганба Чкаду и иных лиц, причастных к совершению умышленного убийства Шамба Авиза Киртава 22 ноября 2019 года организованной группой и формированию доказательной базы. Таким образом, ознакомившись с представленными документами из СГБ, суд полагает, что постановление не противоречит Конституции и закону Республики Абхазия об ОРД в Республике Абхазия. На основании изложенного руководствуясь статьями 6, 7, 8, 9 об ОРД в Республике Абхазия постановил разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия аудио-видеоконтроля лица в отношении Ахалая Демуривазовича сроком на 30 суток, то есть до 1 января 2021 года. Подпись Ашева. Далее на 8 листах, уважаемый суд, идет справка меморандум. Я хотел бы поставить вопрос на обсуждение, есть ли необходимость в оглашении данной справки в полном объеме, так как на прошлом судебном заседании абсолютно аналогичный текст был оглашен в результате осмотра аудио-видеодиска. Данный текст полностью совпадает с тем, что мы оглашали и сегодня просматривали на видеозаписи. Вводная часть справки меморандума — это 2 декабря 2020 года на основании постановления председателя Кальского района за регистрационным номером 15838-С от 1 декабря 2020 года проведено оперативно-розыскное мероприятие аудио-видеоконтроль лица в отношении Ахалая Демуривазовича, 1984 года рождения. У последнего состоялась беседа с председателем СГБ ИРА полковником Киут, в ходе которого была получена значимая информация об обстоятельствах уголовного дела по факту убийства Шамба Авиза Киртава, а также покушения на жизнь Шамба Авиза, последующего содержания. Ставите на голосование ходатайство частично, да, или... Да, частично. Процесса, ваше мнение по поводу выслушали гособвинения в этой части, выразите свое отношение. Вы слушайте. Нет, здесь нам Вы не поддерживаете, да? Вы поддерживаете в этой части, просите вводную резолютивную часть, да, получается? Да. А в этой части ваше вводную, да. В этой части ваше мнение. Это весь диалог, который мы Мы уже слышали, за что отвечать. и сегодня то, что просматриваем. Абсолютно идентичный текст. Игорь Викторович, ваше мнение? Нет необходимости повторять. Мы это слышали, видели, посмотрели. На основной документ является осмотр. Как скажет его адвокат? Что мы данные же посмотрели, прослушали. Хотите, будем повторяться. Нет необходимости. Здесь вопрос, хотите, не Пожалуйста, хотите, не должно вот быть. мы. Насколько это отдельно, не знаю. На ваше усмотрение. На ваше усмотрение. Защита, подсудимые, ваше Да, мнение защиты. Как вы считаете? Вам? Нет.
Да, судебная коллегия, совещаясь на месте по поводу заявленного ходатайства об оглашении справки меморандума частично в этой части коллегия определила удовлетворение ходатайства отказать и огласить полномочия. Так, диалог идет между двумя лицами, которые подписаны как Роберт Витальевич и Демо. Я буду называть их Киут, наверное, и Демо так быстрее. Киут, как дела? Демо, не знаю. Киут, как ты, как твое здоровье? Демо, не знаю, ничего, слабый. Ночью плохо спал, думал, ждал. Киут, сегодня, наверное, то же самое, ты же работаешь, не выспался, наверное, вообще. Тимур, да, спал. Киут, для вас понятие день-ночь. Тимур, я по ночам не сплю. Киут, серьезно? Тимур, сейчас уже поднимаюсь, уже до часу дня где-то не сплю. Киут, ну до часу я тоже не сплю, Тимур. Сейчас работаем как обычно. Киут, как ты? Тимур, не знаю. Как настроение? Хуже, по-моему, смеется. Не знаю, хуже. Киут, хуже нас тоже бывает. Ну что ж. Давай так, я тебе говорю, посидеть и подумать, а также непосредственно, когда в последний раз встречались с тобой. Тоже тебе сказал подумай еще раз, как бы нужно принимать решение, конкретно делать. Я дам тебе возможность с ним тоже переговорить. Скажет, что завтра, послезавтра, я думаю, надо его сюда перетаскивать в любом случае. Это самое главное должно быть. Условия не совсем хорошие, такие, как ты здесь хочешь. Не хочешь, все равно, здесь под присмотром у нас. Почему я об этом говорю? Просто подумай, ты, насколько ты сам считаешь вообще, если вы увидите, что конкретно ты непосредственно от него ждешь. Ты можешь мне сказать, он тебя вообще слышит? Димон, я с ним не говорил на эту тему, Киут. Вообще ты сам как думаешь, он слышит тебя вообще? Димон, ну я думаю, слышит, вообще так думаю. Киут, ты пойми, просто на самом деле это тянуть, этот процесс нельзя. Тимур, я вообще ничего не знаю, я тоже не знаю, знаешь, это все понятно, все система, кто есть кто, что вообще, это понятно, но ничего, работа это не даст, понял? Надо, я за его друзей тоже скажу такие вещи, это одно, второе, на какой предмет с ним вообще говорить, я инициативу проявлять не умею, Тимур, на какой предмет, во-первых, Тимур перебивает, это общее, в общих чертах, это понятно, Тимур, ты ему объясни. Вот ты посмотри, давай так. Первое, вообще с чего началось? С машины также началось все. Вот изначально вся эта процедура с машины началась. То есть, когда он к тебе первый раз обратился, помоги машину купить так же, Тимур, ну да, Киут. Ну что, ты сегодня здесь находишься из-за машины же, Тимур, к машине к этому отношения не имеет. Киут, нет, хорошо не имеет, понятно, но ты же ему скажешь, ну допустим, ты говоришь, спрашиваешь меня, о чем говорить. Тимур, это я знаю, Роберт, это я говорю, обработать, о чем говорить, но именно, чтобы, например, он на своем же стоит, чтобы сломать напряжение. Ну сломать надо сломать. Ключевая какая-то, подсказки дай. Киут, ну ты это смотри, разговаривай в сторону, я занят, срочно что-то. Это ты мне говоришь, это же машина где-то есть, по-любому, где-то есть. Если правда, где-то она есть, давай скажем, пусть где, куда денется, пускай скажет. Тимур, я думаю, он не знает, так думаю. Киут, ну не знает. Вообще, как это было с этой машиной? Он же тебе бабки дал или кто дал купить ее? Тимур, вообще-то их брат. Говорят, эту машину, во-первых, я там показания после тебя тоже поднимался. Что за... Далее нецензурная брань. Это чешет, слушай там. Это он. Кто он? Я даже не знаю, у кого я купил машину сейчас, да. Роберт Киут, да. Тимур, о ком идет речь? Кто меня опознал? Как? Я даже в суде, наверное, вытащат его как-то. Киут, который тебя опознал? Да. Киут, ну, наверное, не знаю. Тимур. Это что, там 25 тысяч или 5 тысяч назад вернул, или что-то там, черт его знает, какие-то там сказки написал. Ты вообще это читал, Киут? Нет, а то притом давно вас всех не читал. Тимур, да, там уже, Киут. По факту, как было вообще?
Тимур, по факту купил машину, подошел, купил машину и все. Киут спрашивает, и сколько она стоила? Тимур отвечает, 180 тысяч, я же ему дал. Киут, ни скидку, ничего, просто купил и все. Тимур, 190 просил, 180 отдал. Это я уже помню, я же знаю. Киут, сколько она у тебя времени находилась? Тимур, эта машина, я ездил пару раз тоже так, отдал я потом. Киут, отца возил, говоришь, да? Тимур, да, а брат отдал потом. Киут, когда у тебя умер отец? Недавно? Тимур, 24-го. Это какого? Октября? Октября. Я еще до этого дал. Ну, я понял тебя. Ну, отдал ты. Кому ты ее отдал? Я пьяный, короче, там. Он говорит, что это уже не наша машина. И говорит, мозги, когда начали лечить, не езди и не катайся. Это дата говорит? Да, поймают, говорит. Поймают? А что ты такого сделал, как будто ты в розыске находился, что тебя поймают? Ну, приезжали же 3-4 раза сюда, Киут. Ну, оттуда приезжали, Киут. А ты где она? В Синопере она была у тебя или в деревне? Машина где была, Тимур? На этой машине я ездил в деревню. Я думаю, он тоже ездил, по-моему. Киут. А куда он тогда ее дел? Далее идет нецензурная брань. Ты вот это смотри у него. Ты что, не знаешь, куда он ее дел? Ты у него просто спроси. Может, на самом деле он ее кому-то дал. Какой-то там нецензурная брань, его знает. Есть кто-то, у кого эта машина стоит, ты понимаешь? И кому-то он отдал, может быть. Спроси, переговори с ним. Тимур, да, вот, помимо этого. Киут, ты понимаешь? Ты скажи, я тебе говорил, еще раз говорю. Я тебе почему сейчас сегодня с тобой разговариваю? Для того, чтобы понять, готов ты встретиться с ним или не готов. Потому что ты понимаешь, я должен убедить всех в этом плане, понимаешь? Если я принимал бы решение, может быть, уже давно это сделали бы. В первую очередь, прокуратуру убедить надо. Понимаешь, Тимур? Знаю, я не знаю как. Киут, что это нужно? Тимур, я знаю. Киут, там пустой разговор не должен быть, там должен быть содержательный разговор. Ты его должен посадить на одно место и сказать, слышишь ты, нехороший человек, так дело не пойдет. Тимур, Ора, пускай его, я при чем? Киут, если он на тебя, если тебя он не уважает и никого не уважает, то всю твою семью не уважает. Это уже понятно, это его проблемы. В наглую людей губит, ты понимаешь? Зачем, спрашивается? Я вот насчет машины, короче, вот этот предмет, все, что могу с ним говорить. А что касается, там, кто дома был, это я не сказал. Киут, а он сам его приводил, Тимур? Это он поднялся, Ора, сам. Он сам откуда сейчас поднялся бы, но факт вместе, может, приехали. Но он сам поднялся. Кто? Мына. Мына, тебе сам поднялся, Тимур? Да, я не знаю, что-то там, короче, не то. Киут. Ну, он поднялся. Что он тебе сказал? Он вообще раньше бывал у тебя? Тимур, нет, раньше не был. Киут. Но ты не удивился, когда его увидел, мол, откуда он взялся? Тимур, я же раньше спросил, мол, вообще, я же его знаю. Там человек придет, короче. У Жанны брали машину. Машину брал. Я не знаю, но факт они, короче, что они не с ним. Это единственное, что спросил, стриптоцитовую мазь есть или нет? Киут. Стриптоцитовая мазь, а зачем она ему? Тимур, по-братски. Киут, а Жанна ему лекарства какие-нибудь покупала вообще? Тимур, нет. Киут, когда ты там находился, кто-нибудь приходил вообще или уходил? Тимур, нет, я свалил. Я искал мандарины, бедолага я. Киут, он остался на квартире, ты один был, получается? Тимур, он 2-3 дня, короче, он там жил. Киут, ну, ты дома был тогда или нет? Тимур, я, короче, когда уезжал, я дома был. Он спустился и уехал. Киут, не хромал, ничего такого не было? Вроде не было. Короче, вот такой. Он встал и показывает. Походняк у него был, обычный такой. Он уже сделал лекарство, тоже не знаю. Я мог не заметить, Роберт, ты знаешь? Может, не заметил.
Сейчас, если не такое сильное, но сейчас в квартире тоже заметишь, сидит человек, да и сидит, черт его знает, Киут. Ну там, походу, такое ранение, которое и не заметишь, в принципе. Я не знаю, Киут. Но стритоцитовую мазь он тебя попросил, да, язвенную? Ну, да, Киут. Ну ты вот посмотри, сейчас посмотри, ты говоришь, я готов дать показания относительно вот того, что он был дома, так же? Думаю, да. Киут, хорошо, но ты же понимаешь, сколько вопросов будет. Это я сейчас тебя спрашиваю, потому что ты понимал, что вообще все как есть. Потому что ты, когда следователь начинаешь говорить об этом, понимаешь, что он был у тебя дома, там, 3-е, 10-е. Соответственно, он задаст тебе кучу параллельных вопросов. А как он пришел, какое время было, кто там был, и все, что ты понимаешь, за что я говорю. Кто его привез, кто увез, кто тебя предупредил. Я не видел, по факту я не видел, кто его привез, если так взять. Но ты на квартире сидел, это я тебе так говорю. Короче, я так следователю не скажу. По факту я не видел, кто его привез. Следователю по факту же надо говорить, что по сути, я тебе свои доводы говорю. По факту же не видел, кто его сюда привез. А когда его увозили, где ты был? Дома был? Дома был? Да, дома был. Он спустился, короче, Жанны не было. Спасибо, Жанне передай, говорит. А Жанна, Киут спрашивает, а Жанна когда у этой была, у Кристины? 23-го весь день. Слушай, ребенок тоже там был. Кристина тоже обманывает, понял? Утром это день рождения. Я ребенка сам как-то, я уже помню. Я в Очамчиру хотел, поэтому не поехал. Почему мои ноги не сломались? А что было в Очамчире? В Очамчире было день рождения Георгия, сына Илгуджи. А, понятно. И что? Я вот кричу, зачем он мне нужен, говорю. Я вообще сперва там не состыковал ситуацию. Киут, ты не понял, что с чем связано? Тимур? Да, вообще не понял, откуда я знаю. Были ли они врагами, убили ли друг друга? Я вообще не знаю, что за хипиш был. Про хипиш в тюрьме я слышал, что им выписали. Там, что они говорят, что оттуда все думали, что на месте там решалось. Откуда бы знал? Киут, а дату, что тебе объяснял, что ты с ним, Тимур? Я дату один раз пришел, пока они там были, блатной, бухой. Он с ним тоже разговаривал, не знаю. Киут, а он не выходил с тобой, не разговаривал в доме, пока ты у себя? Тимур, а? Киут, не кушал, не пил ничего? Тимур, кушать, конечно, короче, пару раз покушал, 4 раза покушал. На всякую ерунду цепляют, говорит. За месяц, на 2, говорит, закрывают. За каждую мелочь. Потом уже этот розыск, не розыск, а потом уже, я же понял, кто с чьей группы. Он сам тоже говорит, в центре города говорит, понял? Это он почему базарил? Это он начал базарить, Тимур. Ко мне, им же, ко мне веры у них нет. Киут, нет, ну к тебе нет, ну что ты? Тимур, они мне не доверяют, понял? Киут, не доверяют, в том-то и дело. Потому тебя в неведении и потому ты вне подозрений. Все равно, понимаешь же? За что тебя будут подозревать? Ты служил там, ну то самое, как бы. Тем более твой характер тоже многие знают. Но я тебе скажу следующее. Ну конечно, да, Тимур родственник. Ни раз, ни два я говорил. На самом деле, мне очень тебя жалко из-за этого положения. Из-за одного человека подставляешься ты, полным ходом подставляешься. Люди, с которыми у тебя в жизни, грубо говоря, кроме твоего брата, здравствуй, даже нормального не было. Людей, которых ты ломал и сажал в первую очередь сам же. Как ты почувствовал, мол, со двора, когда убежать надо? Тимур, я вернулся, все сидят. За это уже там же. Киут, ты почувствовал, да? Тимур, я не скрывался же по сути. В этот день я был там уже. Мог был, там был. Киут, нет, ну понятно, не скрывался, Тимур. Я уже не услышал, что этот раненый был, то все, был в бегах, там, Эрик в бегах. После этого все же, если ты себя там катастрофически в чем-то бы чувствовал бы, то я бы оттуда сюда в центр не возвращался живым. Ну как же это придется? Киут, ну, так, ну смотри, давай так, подготовься, значит. Обратно, когда вернемся к нам,
С чего ты начнешь с ним разговаривать? Какая тема будет? Мне нужно знать. Демур. Тема, что будет? Тема будет. Нужно сказать, что он был... Ну, это пусть он тоже скажет. Его я... Что он показания не дает, я не понимаю. Иуд. Я тоже не знаю вообще, почему он вообще показания не дает, если на самом деле то до него. Это адвокаты путают. Не то, что его, меня запутали, а потом никогда не поздно. Он же там и слышал пару раз. Иуд. Что ничего не поздно, уже год прошел. Да. Иуд. Что не поздно, когда не поздно, через 15 лет? Демур. А этот Ломия, он вообще с головой дружит. Ничего не сделал правильно. Тебя не слушает. Нет, пускай идет к черту, короче, со своей работой. Пускай он там смотрит, попросил бы. Нехорошие люди. Киут. Они свои дела знают, наверное. Что мне тебе сказать? Давай так подумаем обо всем. Завтра какой день недели? Среда, четверг, в пятницу, наверное, скорее всего, решим этот вопрос. Подумай, день-два, не надо будет вытащить его сюда, вытаскивать надо. Я под этим предлогом как раз его сюда перетащу. Демур, ну то, что они увиделись, то все на замке же. Само собой, короче, да, на замке. Иуд, понятно. Демур. Короче, смена 2 здесь тоже не все одинаковые, знаешь? Иуд. Ну вот что надо, какая смена будет нормальная, скажи, ту смену сделаем все. Демур. Авто и серии. Ну вот там еще один есть, такой, короче, ни с кем ничего не обсуждает. Вот эти, короче, неплохие. Они, да, хорошо тогда, когда охрана смена их, Тимур, охрана смена, короче, завтра или в пятницу. Киу, хорошо, я узнаю именно что попало, постараюсь поговорить. Не знаю, если получится. Тимур, пускай этот лучше сразу в дом зайдет, чтобы все показать. Киу, да. Пусть он там ждет в этом, скажи, не заходит сюда. Это он отдельно говорит по телефону. Тимур, пускай сразу же этот, если там. Киу. Да, короче, мы это обсудим отдельно. Подумай. Тимур. Год прошел, с 2014 года. Все статьи, год прошел. Его маму. Он же знает, что меня там вообще не было. Буквально там следователь тоже сказал, шага они не сделали. Наводки, все дело у них. Вот они отталкиваются от того, что службы имеют. Вот это и до вас было. Все, клянусь матери, грамм больше ни шагу не сделал. Этого присылают ко мне Кортава, как будто детектор лжи или что-то там. И так сердце уходит в пятки, если я себя подключу к току. Слушай, где там ток задолбал? Тимур, ну вообще образно же говорю, Киут. Что-то ты не пошел. Да от волнения же, да? Там от волнения. Ну понятно, но лучше бы ты пошел, Тимур. Ну вот этот Ломия, этот юрист первого класса, будет выводы делать, что он там пусть сидит один. Киут. Нет, надо было пойти, пересесть, Тимур. Ну это волнуюсь я, а то бы. Киут. Ну и что волнуешься? Ну думаешь ты, что ты волнуешься, но оно чтобы неправду показало бы, так ровно, как бы там есть такое, когда вопросы тебе задают, чтобы задавать, на первых порах волновался бы, потом успокоился бы, отвечал бы все просто и все. Какие были бы проблемы? Тимур, нет, от сердцебиения же там все равно это идет. Ерунда это, не доказательство и не доказательство. Киут. Доказательство, не доказательство, я тебе скажу так. Для нас это было бы, ну, вы убедились бы для себя, понимаешь? Хотя я, в принципе, что тебе скажу? Я тебе верю. Да вот и сейчас смысл мне тебя обманывать. Тимур, абсолютно. Киут. Никакого смысла нет, понимаешь? За это я тебе говорю, Тимур. Вот так вот, короче. Ничего там, то, что числа изменил, больше ничего не сделал. Вообще ничего. Киут. Ну это, понимаешь, так это, ну вот так, подумай, поговори. Что, как говорится. Будешь с ним говорить, о чем говорить, ты, наверное, больше знаешь. И потом отдельно еще раз, к этой встрече еще раз поговорим. Надо просто сделать так, все, чтобы возможно, чтобы вытащить и его задницу, и этого дебила, и твою. Понял ты меня? Чем гулять, я не понимаю, короче, здесь. Я думаю, что этот пацан тоже не при делах. Вот именно мое мнение. Иуд, какой пацан? Там есть, серьезное хочешь? Я не знаю. Это Аслан. Аслан? Да, вот этот. Блаб? Да.
Возможно. Дымон. Ну, в общем-то, чисто вижу же фотопортрет какой-то очень. А другие, как думаешь? Ну, вот этот, короче, на наводку не способен. Аслан? Да нет, Чкадо. Чкадо? Как ты думаешь, он слабый? Да. За рулем, значит, сидел. У него сердце бы выскочило бы и умер бы. Малая способен, да? Нет, замечание. Было оглашено, вот здесь как-то проскользнуло постановление дознавателя. О чем речь? Это само постановление дознавателя, кто выносит? О чем речь, чуть непонятно. Я понял, что были два постановления самого председателя, главы председателя службы безопасности и постановление Гальского суда. Почему Гальского тоже секрет, наверное, почему в Галле это все происходило. И вот третье, о чем идет речь? Постановление дознавателя. Если уголовное дело возбуждено, где постановление следователя? Он руководитель. Так здесь непонятно, кто кому поручил. Председатель сам себе на себя выписал постановление и поручил провести это мероприятие. Непонятно. Председатель обратился в суд. Первое постановление выносит руководитель. Кто стратег, кто участник. А потом сам участвует. Так поясните, а где постановление, если уголовное дело возбуждено, то я думаю, что здесь не секрет для нас. Следователь выносит, наверное, постановление о проведении А что тогда? Тогда данное следственное действие, как вы называете? А кто, если дело возбуждено, 20-й год, кто руководит следствием? Не следователь должен вынести. А кто подключил службу безопасности к уголовному делу? Вы только что толкуете уголовное право и вот такие элементарные вещи не ставите. В связи с чем замечание то, что нам не представили, что за постановление дознавателю и кто вообще дал основание проводить данное мероприятие. Когда должен это обязан следователь, утвердить прокурор, дать согласие председателя службы безопасности и так далее. Как делается? Это просто сами захотели и сделали. Ну, я коротко скажу, что вот, значит, в том перечне документов, которые зачитал мой коллега, здесь прямо указано, что значит, поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу 319/833 было дано за исходящим регистрационным номером 2494 от 22 ноября 2019 года. То есть это комплекс оперативно-розыскных мероприятий, который был здесь представлен, он проводился как раз-таки в рамках возбужденного уголовного дела и на основании вот того самого поручения, на которое ссылаются, реквизиты которого представлены в сопроводительном письме к тому материалу, который вот здесь был оглашен. Пожалуйста, вот это само постановление, представьте, о чем идет речь. Я и вначале вам сказал, какая задача? Поручение. Получение, кто вынес данное постановление и какие следственные действия должны... Поручение, о котором вот здесь мы говорим, оно было... Вы говорите о 2019 году, в начале следствия. В службу государственной безопасности руководителем следственной группы Ломя Нашем Геннадьевичем. Давайте подождите его постановление, Ломя. Это не секрет, мы можем это тоже... Представьте себе, как это секрет? Это поручение имеется в материалах, более того, в материалах также имеется согласование, как это положено, с органом предварительного следствия, с оперативных служб о проведении конкретного оперативного мероприятия, и только лишь согласие и по поручению руководителя следственной группы стало возможным проведение такого мероприятия, никакой самодеятельности здесь органы, в данном случае госбезопасности, не проявляют. Наверное, спорить мы не будем вообще, что поручение, это совсем одно. В начале следствия всем было поручено проводить какие-либо следственные действия.
Ну, в 2020 году проводится данное следственное действие, и нет постановления следователя. А я еще раз говорю, есть постановление разрешения, тогда почему? Начнем еще коротко, если позволите. Значит, по поводу поручения я сказал, что данное УРМ было проведено исключительно в рамках возбужденного уголовного дела. Это о том, но почему такая разница во времени, мы согласны, что от момента возбуждения до момента реального производства прошло длительное время, но чем это обусловлено? Здесь, если вы внимательно обратили внимание, здесь, значит, из самого текста меморандума, например, следует, что инициатива поступила от самого, значит, лица, то есть на сегодняшний день в статусе подсудимого Ахалая Беймура Ривазовича. И мы никак не могли прогнозировать это в 2019 году, о том, что он изъявит желание встречи в данном случае с Киут, с полковником Киут. Но когда, значит, такие обстоятельства наступили, данное значит, мероприятие, то есть данную инициативу мы посчитали целесообразным и правильным, дабы обеспечить полноту предварительного следствия, реализовать в ходе конкретного оперативно-розыскного мероприятия в виде, опять же, аудио-видеоконтроля лица. Что нами было сделано? Поэтому в 2019 году, в ноябре, и реально, когда это там 22 декабря 2020 года, мы не могли прогнозировать, что Демур Ахалай захочет побеседовать с Робби Витальевичем и каких-либо сроков давности и ограничения производства данного ВР нигде, как известно, не установлено. Давайте в качестве реплики, ладно, мы здесь толкованием уголовного права занимаемся. Ну тогда давайте обратимся к фактам. 1 декабря, 2 декабря идет речь 2020 года. Постановление выносит человек 1-го, его узаконил Гальский суд. Где тогда следователь, на какой стадии уголовное дело находится? В чем вы говорите, о каком-то времени? Уважаемый адвокат, можно уточнить, что вы предполагаете, какой должен появиться процессуальный документ, чтобы по случаю оперативных материалов появились? Так, давайте по уголовно-процессуальному законодательству. Следствие ведет начальник следственной группы, в данном случае. Если появилась спустя год, появилась такая необходимость, он же должен вынести поручение провести то-то, 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 то-то. Или же сам председатель должен обратить, если у него есть поручение. Поручение или постановление? Смотрите, если были задействованы органы службы безопасности, и они видят перспективу, переговоры с подсудимым, они же обращаются к начальнику следственного отдела. В данном случае Ломи. Да надо провести данное мероприятие. Вы понимаете, он к следователю не обращается, но однако быстро идет в Гальский район и утверждает. Вас это не говорит ни о чем. Почему туда идет, когда начальник следственной группы вообще не знает об этом? То есть, я еще раз процессуальный документ должен был вынести для проведения. Это мы в последующем заявим. То есть постановление вынесенное, и он на себя вынес постановление. Понимаете, сам себе поручил, сам себе туда вписал. Понимаете? И об этом берет разрешение у судья. Ну, о чем здесь? Насколько это законно? В доме первом 110, 111, там все это есть. Да представьте суду, Таця Бемор, представьте суду. Это все есть материал. Там же ссылка есть, уважаемый. Все есть. Замечание в этой части, идет отражение протокола. Уважаемый суд, можно говорить, обратить внимание на то, что изначально, когда прокурор стал оглашать оперативно-розыскные документы, там указано о том, что на ваше поручение проведение оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, и вот исходящий номер 2994. Этот документ имеется в материалах уголовного дела, содержится в томе первом, на листах дела 110-111. Имеется поручение, зачем оглашать, если вы считаете, что этого документа нет,
Вы потом будете отмечать это в своей речи. Еще раз говорю о том, что не может сторона защиты давать указания о порядке исследований. Эти все документы, они есть в материалах уголовного дела. И прошу обратить внимание, что на листах дела 110, 111, в том первом содержится это поручение, как раз таки тогда прокурор Гумава давал поручение о проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий. И почему-то вы представляете это так, как будто бы КИУ первое оперативно-розыскное мероприятие провел в декабре 2020 года. Однако на протяжении всего уголовного дела оперативно-розыскные сотрудники именно из службы госбезопасности проводили оперативное сопровождение данного уголовного дела, и мы видим в материалах уголовного дела последуют постоянные их письма. И все, и содействие. В частности, я просто два слова. Коллега не слышит меня. Я не против, что было поручение. Поручение было всем ведомствам. Проведение, не мешайте. Было поручение. Но речь здесь идет о конкретном действии, которое было одобрено 2 декабря, вынесено 1-2020 года. Том 20 или сделать 212, 213, 214. Это поручение. Письма, где КИУТ обращается, прошу, до свидания. Я не говорю, речь идет о письмах. Мы не о письмах говорим, мы говорим о постановлении следователя для проведения вот этих следственных действий. Мы раз нам говорим. Ваши замечания будут внесены в протокол. Так что хочу вернуться к следующему. Но в последующем, наверное, не мы заявим, мы просто вы замечания рассматриваете нарушения те или иные, вы можете заявить ходатайство о признании недопустимым. Мы это не сказали, мы в последующем заявим. Мы просто замечания заявим. Пояснить, вот, честно говоря, для меня что такого сейчас надо рассказывать. Никакого постановления следователя для узаконивания определенных ОРМ и УРД следователь перед ними не выносит. Мы только что огласили о том, что эти материалы были засекречены, в том числе и для органа расследования. Служба безопасности, как самостоятельная структурная единица, проводила оперативно-розыскное действие на основании поручения следователя в рамках начала расследования уголовного дела. И Вот, 110. изучайте дело и все увидите. Все В первом есть, томе дело. есть эти все поручения, которые были направлены в различные структуры. Поручение. Поручения. Никакого постановления следователя по проведению определенного, это в первую очередь было сделано для предотвращения утечки информации различным структурам, в том числе и было сделано в Гальский районный суд. Никакого запрета направлять в Гальский районный суд материалы закон не предусматривает. Абсолютно любой суд можно было направить эти материалы, орган расследования выбрал Гальский районный суд по своему усмотрению. это практикуется. Понятно. Никаких нарушений процессуальных в данном случае нет. Нарушений продолжили исследование. Нет, дело в том, что говорит, это было проведено совершенно секретно. Что вы следователю не доверяли? Нет, человек заявляет, что это было проведено совершенно секретно. Гальский район, оказывается, соблюдает секреты. Обратиться в Сухумский суд невозможно. Это первое. Вы сейчас правильно подходите, почему вы Нет, речь идет о том, что почему они обратились, оказывается. Гальский суд виновник кого-то из-за этого, что это, мы не знаем, что открытие делают. Именно свидетеля Авицба Данила Дамея Чубировича. Если вы заражаете часть участников Протокол проверки показаний на месте 10 декабря 2020 года в городе Сухум началась на 14 часов, закончилась 14:50. Следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры Пиццини в присутствии пани Пришенкова и Белобор с участием эксперта Джарсали Сослана Лашевича, КЦ МВД РА, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом провели проверку показаний на месте свидетеля Авицба. Данным входит допрос в качестве свидетеля 26 июня 2020 года. Перед началом проверки показаний на месте участников лицам разъяснили права, порядок и порядок производства проверки показаний на месте. Разъяснено, что он не обязан свидетельствовать против самого себя, супруги, применять технические средства, там,
Проверка показаний проводилась в условиях ясной погоды, хорошей видимости и при естественном освещении. Перед началом проверки показаний на месте свидетелю Авицкого Дамиру Джуберовичу было предложено указать место, где его показания будут проверяться, после чего Авицкого сообщил, что участники следственных действий необходимо прийти к центральному входу в Национальный банк Республики Абхазия, расположенный в городе Сухум, на пересечении улицы Лохова и проспекта Леона. После чего следователям было объявлено участникам следственных действий, что они направляются на служебном автомобиле управления внутренних дел по городу Сухум к месту, которое указывает свидетель. При этом участники следственного действия разъяснен дальнейший порядок, потому что направление будет указывать только свидетель. Он же в пути исследования на месте передвигается впереди, затем за ним понятые, а затем остальные участники следственного действия. Идти впереди свидетелю кому-либо из участников следственного действия запрещено. Участники следственного действия вправе задавать вопросы свидетелю, но только после свободного рассказа и демонстрации действий его ответа на вопрос следователя, и не иначе, как с разрешения следователя. При этом лицо, задающее вопрос, должно назвать свои персональные данные, статус в следственном действии. Эксперту отделения по городу Сухум эксперто-аналитического центра Министерства внутренних дел разрешено занимать любые удобные для фиксации следственных действий места. Подписи участвующих лиц. Проверка показаний на месте установлена. Прибыл на указанное свидетелем адресное место, а именно на пересечении улицы Лохова и проспекта Леона в городе Сухум. Участники следственного действия проследовали за свидетелем Авицкого к центральному входу на СБА, расположенный со стороны проспекта Леона. После чего свидетель Авицкого, подойдя к проезжей части проспекта Леона, сообщил участникам следственного действия, что 22 ноября 2019 года примерно в 14:30 он в сопровождении своих родственников Авицкого Лёсика, Авицкого Шоты и малолетнего сына осуществляли движение на подлежащей Авицкого Лёсику автомашине марки Lexus модель GX черного цвета по номерной знаке А111 по улице Лохова по направлению Верховного суда Республики Абхазия. На пересечении улицы Лохова с проспектом Леона они свернули налево, а именно на проспект Леона по направлению станции Гума, и остановились движение своего автомобиля, припарковав напротив Национального банка Республики Абхазия. Заворачивая к указанному месту, он услышал звук автоматической стрельбы и после остановки автомобиля вышел из него и направился к перекрестку Леона и Лохова. После чего свидетель Авицкого сообщил участникам следственного действия, что им необходимо будет перейти проезжую часть проспекта Леона и направиться к обозначенному перекрестку. Дойдя до которого, свидетель Авицкого сообщил, что на указанном перекрестке он услышал характерный свист рикошетирующей пули и, присев на колени между припаркованными автомобилями, стал смотреть в сторону набережной Махаджира, где увидел, что напротив ресторана Сан-Ремо на проезжей части с левой стороны, присев на одно колено, осуществляет выстрелы из автомата человека, одетый в камуфляжный костюм. Голову его прикрывала маска темного цвета. Последний производил выстрел в направлении ресторана Сан-Ремо. После чего он встал и, прихрамывая на одну ногу, направился в сторону автомашины белого цвета с затонированными стеклами, предположительно марки и модели Марк-2, стоящие рядом со стрелявшей на проезжей части проспекта Леона передней частью по направлению к станции Гума. Как только указанный человек сел на заднее сиденье автомашины с правой стороны, тут же она начала свое движение на большой скорости в сторону станции Гума. При этом с левого переднего места указанной автомашины в приоткрытое стекло был виден автомат и производилась непрерывная стрельба на перекрестке с улицы Лохова. После того, как указанная автомашина начала свое быстрое движение, перед тем, как она начала двигаться, автомашина белого цвета в кузове седан марки и модели Toyota Crown. Указанные автомашины на большой скорости пронеслись мимо него в сторону станции Гума. Затем свидетель Авицкого сообщил участникам следственного действия, что им необходимо последовать за ним, где он укажет место расположения автомобиля и марки модели Марк-2, на котором уехали злоумышленники, а также расположение направления стрельбы преступников. После чего участники следственного действия проследовали за свидетелем Авицкого по проспекту Леона по направлению набережной Махаджира. Пройдя 24 метра ниже входа в гостиницу лица по направлению набережной Махаджира, свидетель Авицкого остановился и сообщил участникам следственного действия, что на указанном месте стоял автомобиль марки и модели Марк-2, на котором после стрельбы уехали злоумышленники. Затем свидетель Авицкого, пройдя от обозначенного места еще 3-4 метра в сторону ресторана Сан-Ремо, остановился на левой стороне проезжей части проспекта Леона на расстоянии от 5 до 8 метров по диагонали от входа в обозначенный ресторан. После чего сообщил участникам следственного действия, указав в сторону входа ресторана Сан-Ремо, что в указанном месте, сидя на одном колене, производил автоматические выстрелы в вышеуказанных преступников. После чего Авицкого, пройдя выше указанного места пересечения проспекта Леона и набережной Махаджира, указал на место расположения автомобиля Lexus
модели LX 570, на заднее сиденье, который лежал ранее Александр Астанур Ливарсович, а также указал место, где сидел раненый Авид Паховский. На этом проверка показаний на месте была окончена. Следователю было указано необходимость участников следственного действия в следственном управлении Генеральной прокуратуры для составления протокола следственного действия. В ходе проверки показаний на месте произведена фотосъемка, было сделано 10 снимков и составлена схема. Протокол проверки показаний на месте свидетеля Авидова предъявлен для ознакомления всем лицам, замечаний, заявлений по его содержанию здесь в основном виде. Подпись следователя. Имеется фототаблица. Просто вот одно хотел свидетель Авид записывает весь момент, номер его на машине, говорит цвет машины, марка машины, все описывает на месте преступления, все описал. И здесь, когда выступал сам свидетель Авидова, называет номера. И его показания, я хочу напомнить, говорит, что номера не смог разглядеть его показания. Здесь тоже не озвучивает номера. А здесь вживую говорит, что номера видит, да, и цифру тоже помню. Это ваше замечание. Да. И я просто что хочу сказать, и свидетельские показания и на месте не озвучивает номера. Вот. Это замечание. Еще дополнение сказанного моим подзащитным. Хочу обратить внимание суда на то, что эти следственные действия, проверка показаний на месте Авидова были проведены буквально по горячим следам после совершенного преступления. Здесь он был допрошен спустя несколько лет после совершенного преступления, и как в ходе допроса, так и в ходе проверки показаний на месте, как сказал Ахалайдата, он сказал, что госномеров на автомобиле, на котором уехали преступники, он не видел. Спустя несколько лет здесь в судебном заседании он называет не только цифры, но и буквы, достоверно говоря якобы о том, что он это видел. То есть, я полагаю, суду нужно дать оценку достоверности показаний этого свидетеля, правдивости. Я добавлю сказанному, хотелось бы также добавить, что он один из первых свидетелей, который оказывается на месте происшествия. Он также говорит о марке 2 затемненно, говорит он там, и о какой-то белой машине Кром. Правильно? Но речи о другой машине больше нет, которую здесь обвинение нам представляло, красного цвета автомашины, якобы принадлежащей когда-то супруге Ахалай. Правильно? Номера. Да, номера. То есть об этой машине речи нет. Оно потом появляется. Также вот, предварительное следствие вообще не стало искать вторую автомашину белого цвета, которая на большой скорости следовала за автомашиной МР-2. Если вы здесь допрашивали водителя права, что вы делаете? Я тогда поясню, уважаемый суд. Вот, если вернуться к показаниям этого свидетеля, о ком идет речь, Авидова Адамия Джумберовича, то мы здесь все слышали. Он пояснил причину того, что ни в своих показаниях, ни как нам сегодня показывает, значит, его выдержка из протокола проверки его показаний на месте, действительно нету, он не ведет речь о госномерных знаках, которая была установлена на автомашине Марк-2. Но
опять же, если мы вспомним те объяснения, которые он говорил, кстати, там мы будем заявлять ходатайство тоже в этой части. Я напомню, что он на тот период времени он был недействующим, временно был в запасе кадров, я не знаю в каком статусе, но факт, что он не работал, то есть он на сегодняшний день он продолжает работать, в управлении государственной автоинспекции, он нам продемонстрировал, если вы помните, значит, свою переписку в режиме по горячим следам, именно после совершенного убийства, переписку с уполномоченным лицом, который оператором управления государственной автоинспекции, где конкретно спрашивает и говорит, и пишет и номера, и буквенный набор, и, значит, цифровые показатели этой автомобиля Марк II. Поэтому, то есть, та объективная причина, по которой он не сказал, тогда не заявил о номерах, и здесь это не видно действительно в протоколе показаний на месте, это тот факт, что он не хотел, значит, говорить о том, это он сам сказал, это не я говорю, о том, что имеет, будучи не сотрудником, значит, на тот период, что он имеет доступ к этой информационной базе. Вот в чем это не просто голословные, как он же говорил, объяснение его, он предоставил нам в этой части переписку с сотрудницей, готов был и мы, я вот сейчас хочу подчеркнуть, у нас в планах есть заявление ходатайства в этой части, не сегодня, но мы это обязательно сделаем, чтобы эту переписку мы тоже, значит, обозрели и приобщили к материалам. Как? Да, там у нас еще и блокнот есть, да. Сейчас с одного на другой не хочу, но в части Кужева тоже есть определенные записки. У нас и это, то есть у нас в планах стоит. Показания свидетеля. Да, я сказал, просто напомнил моим коллегам о том, какова была причина и как свидетель Арисба Дмитрий Чумберович. Что касается автомашины Hyundai Solaris красного цвета, о чем сказал Автандил Иванович, то здесь вообще в этом эпизоде неуместно говорить об этом. Здесь речи вообще не идет, он ее в тот момент, в том эпизоде, о чем говорит свидетель Абиза, он последовательно в своих показаниях и проверке, он за красную машину в том месте не говорил и не говорит. Почему сейчас Автандил Иванович об этом сказал, я не знаю. Что касается автомашины Toyota Crown, во-первых, Даур Федорович здесь тоже мой коллега сказал, она не сзади ехала, она ехала впереди, если, значит, это дает, это видно из видеоматериала, который мы здесь просмотрели. Действительно, Toyota тоже белого цвета, только марки Crown, Toyota Crown, она присутствует в этом эпизоде. Даур Федорович вот сказал, что установленный и хозяин этой автомашины, он был допрошен здесь в суде. Не Аксал, его фамилия как? Нет. Ну, этот хозяин этой автомашины был здесь допрошен, и все обстоятельства связаны с его Скуя Астамур, да, именно он, Скуя Астамур Арсентьевич, это водитель той самой автомашины Toyota Mark Crown белого цвета. Его все обстоятельства движения этой автомашины в 22 ноября, они известны, здесь были озвучены самим хозяином и участниками. Мы здесь имели возможность это услышать. Вот ответы на вопросы. Я хочу пояснить здесь, Коль напоминает, так вспомните, когда он говорил, он нагнулся, когда машина ехала, он еще свои коллеги, кто был с ним, он ему сказал, обрати на номера внимания. Обрати на номера внимания. То есть уже на номерах уже речь шла. А потом, когда вы делаете проверку показаний на месте, следователь, мне кажется, умышленно скрывает, что ли, тогда. Вот это непонятно. Как не задает вопрос. Это первый очевидец места происшествия. Вы хотите сказать, как раз таки свидетель говорит о картине места происшествия. Какие машины были в движении, какие машины не были в движении. Я здесь не акцентирую ни на что-то внимание, а просто обрисовываю картину места происшествия.
И как раз этот вопрос появился еще в начале, когда он Красная машина, вы говорите? Нет. Когда он сказал, обрати внимание на номера. Это его слова Аризма. Я не буду... Просто Да, а потом уже об этом как-то все пропадает. уважаемый суд, вот сам, кстати, прокурор напомнил, что он ввел переписку, но хотя он не был действующим сотрудником в тот период, он все писал, номер, цвет машины, марка машины, весь это описывает, приходит к следователю, дает показания, четко и ясно. Хотите, еще раз зачитаем. Номера не смог разглядеть. Прямо говорю. Он просто сказал, что он не хотел этого Это говорить. просто выдумка, уважаемый прокурор. Нет, это он сказал. На месте показаний не дает, не говорит. Это он сказал. Я не со своих слов это говорю. Да. Если он такую переписку ввел, все ввел там, номера пробил, номер машины пробил, все пробил, к следователю пришел, все описывает, номер машины говорит. Да, он сказал насчет номера автомашины, он сказал, я не разглядел. Что вы Кто другой говорит что-то, и домен. Здесь они вспомнили, когда пришли, спустя 3 года. Ну, понятно. С целью установления номера телефона свидетеля был сделан запрос в компанию «Армобайл». И на листе дела 96 получен ответ о принадлежности номера 717 10 20. Оно фигурирует в детализации и прослушках телефонных переговоров. Номер принадлежит на Николай. В этой части у участников процесса имеется разрешение по поводу оглашения? Не имеется, да? И судебная коллегия, совещаясь на месте, определила заявленное ходатайство гособвинителем об оглашении из статьи 96, содержащейся Следователю прокурора города Сухум юристу Зурекова Баса Барцец на ваш запрос по уголовному делу сообщаем, что абонентский номер 717 10 20 зарегистрирован за гражданином Чуваря Авкандином Дударовичем 10 марта 1985 года рождения. Номер активировался 12 июня 2015 года, дата последнего действия в сети 16 декабря 2020 года. В этой части имеются у участников процесса какие-либо замечания? На листах дела 94-95 имеются сведения о нахождении на учете в республиканском наркодиспансере в отношении с подсудимым Чарла и Гамма. Заявленное ходатайство и огласить документы, разрешая случаи, содержащиеся в томе 21, 29, Следователь Барцец сделал запрос главврачу РНД МЗ Раанова о предоставлении сведений, материалов и документов. Просит сообщить о состоятельном ответе в ответном учреждении гражданин Гамма Беслан Тодорович 82 года рождения. Согласно ответу из наркодиспансера, Гамма Беслан Тодорович 82 года рождения не состоит на учете Главного управления Минздрава РНД. Далее, на листе дела 95, аналогичный запрос, просим сообщить состоятельном ответе в уверенном учреждении гражданин Чкадов Эрик Юрьевич 79 года рождения. Получен ответ: Чкадов Эрик Юрьевич 79 года рождения не состоит на учете Главного управления Министерства здравоохранения РНД подпись главврача. Суд государственного обвинения ставит на обсуждение возможность оглашения протокола осмотра и прослушивания фонограмм с участием
Данная фонограмма была прослушана с участием обвиняемого в рамках уголовного дела Чкадова Эрика Юрьевича. Данную фонограмму мы прослушивали в рамках следствия, однако это следственное действие было проведено с участием подсудимого Чкадова, с его комментариями и с участием защиты. Мы хотели бы вновь огласить данный протокол, и здесь уже фиксированы комментарии участвующих лиц. Это Чкадова разговаривает с Чувари по поводу машины. Когда забирает машину. Нет, прослушивание еще почему это важно, мы считаем, в связи с тем, что да, эти фонограммы были прослушаны и так далее, но почему они для нас именно в протокольной части представляют интерес, потому что здесь они, тот же Чкадо, он не оспаривает принадлежность определенных диалогов к его речи. Вот, поэтому они для нас вызывают в том числе интерес. Сами фонограммы, мы диски слушали. Вот да, там его анализ, его пояснение тоже присутствует относительно этих диалогов. Он не отрицает. Да, не отрицает. Заверял, говорит, а он ящики. Январь 2. Как мне здесь преподносят. Представитель потерпевших, я заявлено, поддерживаю, конечно, ваше мнение. Желает просмотреть. Но это следственное действие ничего не подтверждает. Мы считаем, что нет необходимости. Тем более мы уже прослушали. Что расходит? Один факт в разных формах оставляет показатели. Да, данная фонограмма прослушивается в присутствии обвиняемых, и они дают свои комментарии. Если, то есть они либо подтверждают, либо не подтверждают, либо комментируют свою версию. В данных тут 3 таких протокола по прослушанной фонограмме. Это в отношении свидетеля Чувария, в отношении Чкадова, и 3 у нас. Так как они не давали показания в рамках следствия в качестве подозреваемого обвиняемого, здесь при прослушивании они комментируют. То есть это единственные показания, которые... Они это кто? Вы. Я, кстати... Подсудимый.
На одном листе. Нет, вообще потом. Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием подобными. Судебная коллегия, совещаясь на месте, выслушав участников процесса на заявленное ходатайство об оглашении протокола осмотра и прослушивания фонограмм, удовлетворения отказа, и перейти, наверное, будет целесообразнее все-таки после допроса подсудимых вернуться вправе заявить вновь данное ходатайство и суд, выслушав мнение, принять соответствующий акт. В этой части и на сегодняшний день в удовлетворении данного В ходатайства. отношении допрошенного свидетеля, лично у нас есть право прослушивания. В этой части отказано вам. Нецелесообразно. У нас есть еще протокол с участием свидетеля. Только после допроса подсудимых мы вернемся вправе заявить ходатайство об оглашении данного. С кем разговаривать? Нет, я хочу, чтобы Ну, сейчас. Я не участвую. закончить сегодняшний день. Силы физической не было. Физически, но все. У кого? Вам? Мне хорошо, но не начнем сколько времени посидим, и если это возможно, прошу вас. А сколько еще ходатайств? Ну, все-таки 21 тонн режима представится сегодня? Физически, это шуруба. Вот завершить 21 тонн достаточно? Нет, там еще 6 или 7. там вы не завершите. 3 тонны, 3 документа. Не правда. Вот, как довести до участников процесса, что ходатайство, которое на предыдущем судебном заседании было удовлетворено о принудительном приводе, да, оно не исполнено, никаких актов не представлено суду. Государственное обвинение заявляет новое ходатайство и просит предупредить органы внутренних дел об ответственности за неисполнение судебного решения, потому что в следующем заседании мы уже заявим и о наложении административного взыскания в случае неисполнения, не предоставления сведений о его исполнении. То есть несерьезное ответственность, наверное, по-моему, Возможно, на Министерство внутренних дел. Исполнение кто-то в этой части вы заявляете ходатайство. И озвучить их имена надо. Да, озвучить имена в отношении того. Авицба, Джоко и Ада. Авицба Кристина, Джоко Алхаса и Ада Батуни. В этой части ходатайство заявленное поддерживание, судебная коллегия, совещаясь на месте, определила заявленное ходатайство удовлетворить и подвергнуть положительному приводу уже неоднократно, которое возможно было исполнение привода на Министерство внутренних дел, это в отношении лиц Авицба Кристины, Ада Батуни и Джоко Алхаса. Дело откладываем на 16 августа, но в то же время хочу поставить участников процесса, чтобы со следующей недели, все-таки, чтобы мы в неделю 2 раза.